Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. С вами Шабалина Анастасия Сергеевна. Прослушайте, пожалуйста, стихотворение и определите, чему будет посвящен наш урок. Нужно ясно понимать, что задача непростая, мысль словами выражать. Суть стилистики такая. Диссертация, беседа, речь, статья или роман, заявление на соседа, что устроил балаган. В языке во всем система, ни к чему же нам гадать. Чтоб не мучила дилемма, нужно стили речи знать. Тема урока – стили речи. Сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Что такое стиль речи? В чем особенность языковых средств разговорного стиля речи? Как определить стиль речи? Почему музыка занимает важное место в жизни человека? В рубрике «Слово о словах» ключевое слово урока – стиль. Слово «стиль» происходит от греческого «стилос» и означает «палочка». В древности и средние века писали стержнем из металла, кости или дерева. Один конец стержня был заострен. Им писали на сырых глиняных плитках, бересте, на вощяных дощечках. Другой в виде лопаточки. Им, повернув стержень, стиль, стирали написанное. Таким образом, автор совершенствовал свое сочинение. Отсюда выражение «часто перевертывай стиль», то есть исправляй, перерабатывай свое произведение. В словаре Ожегова мы найдем сразу 3 значения этого слова. Первое значение – характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках, свойствах художественного оформления. Например, русский национальный стиль, стиль одежды, архитектурный стиль. Второе значение – метод, совокупность приемов какой-нибудь работы, деятельности, поведения. Например, стиль в работе, стиль плавания. Этот поступок совершенно в его стиле, то есть он всегда так поступает. Третье значение – совокупность приемов использования средств языка для выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой практики. Например, стиль художественной литературы, научный стиль. Как вы думаете, какое значение этого слова напрямую связано со словом «речь»? Это третье значение. Рассмотрим внимательно это определение. Что такое совокупность? Это сочетание, соединение, то есть множество различных языковых приемов, которые мы используем, когда говорим или пишем. А выбор приема зависит от ситуации, с кем говорим, с какой целью и в какой обстановке. Дома ли, в общественном транспорте, в школе. Ведь даже приветствие мы выразим по-разному. Друзьям можно кинуть простой привет, саламчик. А бабушке, дедушке лучше выразить уважение и пожелать доброго дня, здоровья. Таким образом, стили речи – это приемы и средства языка для выражения мыслей в зависимости от цели высказывания. А что такое цель высказывания? Например, вы хотите сообщить друзьям, как провели лето, или учитель на уроке просит выполнить упражнение, записав его в тетрадь. Цель – это сообщение, вопрос или побуждение к чему-либо. В зависимости от цели и ситуации общения мы используем либо разговорную речь, либо литературную. Посмотрим фрагмент из фильма «Приключения электроника». Какой стиль речи использовали герои фильма? Чуть ты на меня такой похожий. А? Это ваша фотография была в журнале? Ну, моя. Значит, я сделан по вашему образцу. Вероятность нашей встречи составляет 0,01%. Нам с вами повезло. Да? Слушай, а это не тебя там ловит, а? Меня? А что ты там натворил?
Сбежал от профессора. Мне дали велосипед и сказали, жми. Ну, а ты? Ну, я и обогнал. Гонку выиграл? Немного мешал велосипед. А так бы я пришел раньше. Хватит заливать. Я вас не понимаю. Я говорю, меня не надуешь, не обштопаешь. Вас надувать и штопать? Но это невозможно. Я говорю, меня не обманешь. Я никогда не лгу. Я могу развить скорость до 300 км в час. Разговорную речь мы используем в непринужденных беседах, со знакомыми людьми, в домашней или неофициальной обстановке. В разговорном стиле могут употребляться слова, просто недопустимые для официальной обстановки. Почему электронник не понимает Сыроежкина? Какими словами герой фильма назвал глагол «обманывать»? Не надуешь, не обштопаешь. Угадайте значения фразеологизмов, которые часто используются в разговорном стиле, делая речь образной, выразительной. Вылететь в трубу. Значит, обанкротиться, много потратив, остаться совсем без денег. Надуть губы. Рассердиться, обидевшись. То же, что и надуться. Дурью мается. Заниматься чем-либо малозначительным, бесполезным или глупым. Раскинуть мозгами. Осмысленно прикинуть, взвесить, рассчитать. В устной речи мы используем вопросительные, побудительные, восклицательные предложения. Наша речь может быть спонтанной. В ней мы раскрываем свое отношение к тому, о чем говорим. Прочитаем текст. Какие из перечисленных признаков разговорного стиля встречаются в нем? Ну и гроза была сегодня. Ты не поверишь, но я даже испугалась. Я только села за уроки, а тут как грянет. Ты знаешь, так бабахнуло, что в нашей квартире вся мебель задрожала. Найдем слова и слова-формы, которые доказывают, что это разговорный стиль. Ну и, грянет, бабахнуло. Обращение ко второму лицу. Ты не поверишь, ты знаешь? Найдем в упражнении 27 текст разговорного стиля и посмотрим, какая картинка ему соответствует. Это отрывок из разговора подруг. «Асель, представляешь, я была в конце июня в Бишкекской филармонии. Играла сама Динара Салиева. Я в восторге. Жаль, что наш орган играет только раз в год». Одна из подруг делится впечатлениями о посещении концерта. Ей важно передать эмоции, которые она ощутила от органной музыки. Книжная речь обращена ко многим людям. Она используется в книгах, газетах, на радио и телевидении, в официальных беседах и выступлениях. К книжной речи можно отнести несколько стилей. Давайте посмотрим фрагмент из мультфильма и подумаем, какой стиль здесь используется. В начале V века нашей эры Рим, величайший в то время город, перед которым сотни лет трепетали народы всего мира, был разрушен толпой варваров. И только благодаря науке археологии до нас дошли остатки замечательнейших памятников древности.
Всякое физическое тело может находиться как в твердом, так и в жидком состоянии. А также и в газообразном. Стиль логичный, объективный, в нем прямое словозначение, применяет нам эффективно в описании явления. Можем мы всегда узнать. Стиль сухой, немного скучный. Термин, стоит лишь сказать, перед нами стиль научный. Научный стиль отражает логическое мышление. Задача этого стиля – сообщить знания об окружающем мире. Это речь точная, необразная, бесстрастная, без эмоций. Научным языком о грозе мы бы сказали так. Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между кучево-дождевыми облаками или между облаками и земной поверхностью. Из энциклопедического словаря. Давайте найдем в упражнении 27 текст научного стиля и соотнесем его с картинкой. Это текст номер 1. Музыка – искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени. Из толкового словаря. Как мы видим, здесь много терминов. Нет слов в переносном значении. В данном случае дается толкование слов. Еще один стиль, в котором используются стандартные языковые формы и слова только в прямом значении. Прочитаем. Документ в законную силу вступает. В установленном порядке оформлен кредит. Банк гарантию предоставляет. Приговор обжалованию не подлежит. Выделенные слова – это языковые штампы, то есть устойчивые слова и выражения. Может, вы писали в школе объяснительную? А ваши родители уж точно писали заявление в школу о приеме вас в 1 класс. О каких документах говорит почтальон Печкин из Простоквашино? Я к вам по делу пришел, а вы бодаться. Мало того, что из моей шапки сделали. Не шапка, а одна вентиляция. О, сколько дырок. А по какому делу вы пришли? Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. А хвостатым документы вообще не положено. А зачем же вы посылку принесли? А затем, что так положено. Раз посылка пришла, ее нужно принести. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. Отдайте сейчас же нашу посылку. А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост. Ну вот мои документы. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету. А усы подделать можно. Печкин говорит о документах, удостоверяющих личность. Это свидетельство о рождении. А в 16 лет гражданин нашей республики получает паспорт. В документах или при заполнении деловых бумаг мы используем официально-деловой стиль. Классный журнал или ваш ученический дневник – это тоже примеры деловых бумаг. Давайте найдем в упражнении 27 текст, написанный в официально-деловом стиле. Это текст номер 4. Чрезмерно громкая музыка, проникающая в жилое помещение, предназначенное для проживания граждан,
может и должна рассматриваться как нарушение права на неприкосновенность частной жизни, независимо от времени прослушивания. В данном тексте встречаются специальные обороты речи: проникающая в жилое помещение, предназначенное для проживания граждан. Есть юридические термины: право на неприкосновенность частной жизни. В книжной речи выделяют публицистический и литературный стили. Посмотрим фрагмент из мультфильма «Приключения попугая Кеши». Какой стиль использовал герой мультфильма в своем выступлении? Родительский дом, начало, ты в сердце моем, надежный причал. Прелестно. Ничего, мы еще посмотрим. Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити? Ну, так вот. А майор Томин мне и говорит: Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума. пропало миллион алых роз. А я ему и говорю: Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. А он мне: в греческом зале, мышь белая. Прелестно. Прочитаем заметку из газеты. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами области прошла небывалой силы гроза. В некоторых населенных пунктах были повалены столбы, рекламные щиты, с корнем вырваны деревья. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Публицистический стиль обладает эмоциональностью и образностью речи. В нем есть оценка действительности. Чтобы придать речи достоверность, автор использует различные неопровержимые факты. Публицистический стиль общедоступен, призывает читателей или слушателей к действию. Найдем в упражнении 27 текст публицистического стиля. Давайте соотнесем его с картинкой. Ни для кого не секрет, что музыка занимает немаловажное место в нашей жизни. Но кто из вас знает, что она предназначена не только для развлечения? Целительными силами звуков люди пользовались издавна. Еще древнегреческий врач Гиппократ практиковал лечение музыкой. Художественный стиль – это стиль художественных произведений. Мы наслаждаемся чтением стихов, с интересом читаем рассказы и повести. Описываемые картины как бы оживают, становятся зримыми. Мы переживаем вместе с героями, смеемся или печалимся, представляем себя на их месте. Что же отличает этот стиль от нашей обычной речи? Чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, а я скачу вот так, чудесно, что так плавно вращается земля, и что не расплескались ни реки, ни моря. Чудесно то, что где-то журчит, шумит родник, стоят чистые озера, и звезды блещут в них. Чудесно, расчудесно, вот чудеса, чудесно, расчудесно, вот чудеса. Образность и эмоциональность – главные черты художественного стиля. Найдем в упражнении 27 текст художественного стиля.
Это строки из песни. Музыка с неба прилетит стихами, нежной свирелью запоет вдали. Музыка в руки упадет цветами, чтоб на рассвете мы ее нашли. Какие образы поэт использует в песне, чтобы передать мелодичность, красоту музыки? Поэт сравнивает музыку с цветами, что на рассвете дарят невероятную радость, и со свирелью, что приносит умиротворение и нежность. Итак, мы сегодня узнали, что стили речи – это виды речи для общения с учетом языковой ситуации. Стиль бывает научным, художественным, официально-деловым, публицистическим и разговорным. В разговорном стиле допустимо использование просторечных выражений. Художественный и публицистический стили опираются на образность слова, его многозначность. В официально-деловом и научном, напротив, слово используется в прямом значении. Мы увидели, что музыка занимает важную роль в жизни человека. Даже в древние времена рекомендовали лечение музыкой, а поэты наполняют музыку живительной силой в своих произведениях. Ребята, закрепите полученные знания, выполнив упражнение 29. Внимательно рассмотрите таблицу стилей речи. Каковы особенности каждого стиля? Сделайте схематичную запись в тетради. Всего доброго, до новых встреч!